Понедельник, раннее утро. Я просыпаюсь после утренней пробежки и выпитой чашки кофе. Я понимаю, что у меня позади тяжелая неделя с прочитанными лекциями, семинарами на предприятии. Впереди еще недоснятый фильм про Ижевск. Но я понимаю, что у меня нет никаких дел срочных. И впереди, пожалуй, есть 10 свободных дней. Я вспоминаю, чего бы я хотел за это лето. Я почти не объехал, не пропутешествовал. И в планах у меня есть Алтай. Открываю сайт и смотрю, о чудо, Ижевск-Новосибирск, прямой рейс, прямо завтра. Недолго думая, я звоню своему старому приятелю, который звал меня на Алтай уже 2 года подряд. Мы назначаем встречу, я беру билет и отправляюсь в путь. Раннее утро, после ночного перелета в Новосибирск, после 3-часовой разницы, я высаживаюсь в центре города, сажусь в автобус, доезжаю и беру самую высокую гостиницу, 21 этаж, прекрасный вид. И я засыпаю утром, потому что ночной рейс мне не позволил, скажем, выспаться, и надо немножко поспать. Далее я просыпаюсь и погружаюсь в город. Новосибирск встретил с шумом, суетой. Он не похож на другие областные города, которые раньше встречал. Он особенный, суровый сибирский город. Именно здесь я познал, наверное, вот это определение, что такое суровая сибирская душа. Город суровый, монолитный, не имперский. Он разнородный какой-то. Но, тем не менее, он мне понравился. Я погрузился в его ритм. Мне очень понравилась набережная. Далее последовала ночная жизнь, которую я давно уже не замечал. Такой насыщенной ночной жизни я, пожалуй, даже в Москве уже забыл про нее. Отлично проведенная ночная жизнь, бессонная ночь. И вот утро, я сажусь в поезд и отправляюсь в Барнаул. Немного поспав, я высаживаюсь, беру первый попавшийся отель, далее погружаюсь в Барнаул. Для меня это очень уютный и интересный город с разносторонней архитектурой. Там сохранился и сталинский ампир, и старая дореволюционная архитектура. И он очень уютный. Я, пожалуй, таких уютных и опрятных городов давно не встречал. Может быть, парочку в районе Золотого кольца или Великий Новгород также впечатлил меня, как Барнаул. И ты осознаешь, что такое сказочная красота, да, такие кукольные улицы, такие правильные, опрятные, посреди бескрайней тайги. Это очень удивительно. Легко дышится, приятные люди. Но я сажусь в поезд Калино-Красную и отправляюсь в Бийск. Прибыв с утра в Бийск, встречаю своего друга. Он встречает меня прямо на пороге поезда. Обменявшись дружественными объятиями, он садит меня в Москвич 412 Ижевск, что символично. Ижевчанин, приехавший из Ижевска, точнее, москвич-ижевчанин, садится в Ижевский москвич, и мы едем к нашему первому месту стоянки, к Тележиху, предварительно запасшись продуктами, закупив баллоны с газом, что немаловажно. Это оказалась очень удачная покупка, продуктами на все 10 дней путешествия. Мы планировали изначально 10 дней. Мы трогаемся в путь. Старый москвич 412 везет нас по просторам Алтая. За окном проносятся сказочные пейзажи. И я думаю про себя. Возможно, Бог специально создал это место удаленным от людей, и максимально не заселив его, чтобы здесь сохранилась первозданная красота и свой дух дикой природы и нетронутый. Прибыв в Тележиху, мы, пообщавшись с местными жителями, делаем небольшую вылазку, чтобы проверить нашу экипировку, рюкзак, наши ботинки. И вечером ложимся спать. Так, проснувшись рано утром, мы трогаемся в путь. Проехав несколько красивых населенных пунктов, преодолев порядка 300 километров, мы проносимся мимо сказочных пейзажей, горных рек, ущелий и каньонов. Мы прибываем спустя 6 часов нашего путешествия в лагерь. Отсюда и начнется наше путешествие. Мы ждем не более часа, ГАЗ-66
нас грузит, собирает с нами еще команду таких же путешественников, как мы, и медленно трогается, ведет нас к точке, откуда мы начнем наше медленное восхождение в течение нескольких дней. Высадив нас в безлюдном месте, вдвоем, мы понимаем, что вот оно все. Позади отстается цивилизация, природа. Мы вдвоем на откуп этой природе будем вынуждены полагаться только на свои силы. И мы трогаемся в путь. День близится к концу, поэтому двигаемся мы недолго. Пройдя всего лишь несколько километров, мы разбиваем наш первый лагерь ночной. Мы вступаем на Аккемскую тропу. Первая наша ночевка удивительная. Мы встаем в лагере с такими же путниками, как и вы. Люди поют старые песни из репертуара Чаев, ДДТ. Немножко нам не дают спать, шумят, веселят нас. Мы засыпаем. Мы просыпаемся ранним утром, наверное, самые первые в нашем лагере. Очень холодно, роса. Мы завариваем чай, завтракаем сухофруктами, нацепляем наши рюкзаки и медленно трогаемся в путь. Нам предстоит пройти порядка 10 километров, подняться на высоту 1,5 километров. По моим ощущениям, мы поднялись на высоту даже 2 километра. Вот. Мы трогаемся. Каждый километр дается нам с трудом. Мы двигаемся со средней скоростью 1,5 километра в час. Угол подъема достигает в некоторых местах до 45 градусов. Мы делаем небольшие привалы, попутно пересекаясь с нашими попутчиками. Часть группы, которая осталась в лагере, догоняет нас, потом обгоняем мы. Итак, мы движемся в течение 5 часов. После 5 часов мы делаем привал на первой вершине горы. Встречаем табун любопытных молодых лошадей. Лошади давно не видя людей, сбегаются стаей, смотрят на нас, любопытство. Им любопытно и пугливо. Попытки подойти к ним и познакомиться не венчаются успехами, лошади отскакивают, но при этом далеко не отходят. Жаль, что по осени, по зиме они, скорее всего, пойдут на мясо. А сейчас они находятся на свободном выпасе. Красивые, грациозные существа. Мы двигаемся дальше, поднимаемся все выше и выше, виды все красивее и красивее. И вот мы делаем нашу первую стоянку на высоте уже 2-2,5 километров. И на этой стоянке нам открывается точка нашего конечного назначения – гора Белуха. Мы засыпаем. Вторая ночь гораздо холоднее первой. Ощущается мороз, идет пар изо рта. Но мы опять просыпаемся самыми первыми, потому что холод будет нас быстрее всего. 4 утра мы собираемся в лагерь и трогаемся в путь. Мы опять просыпаемся самыми первыми в лагере. Туман, чуть-чуть моросит дождь. Удивительно, с нами в лагере стояла группа, которая пришла на лошадях. Мне жалко лошадей, потому что идти с седаком, груженным навьюченным грузом, для бедных лошадей тяжело. Я знаю, что некоторые лошади подскальзываются, ломают ноги, и их ждет невеселая участь. Для меня честным пройти этот путь самому. Я выбрал этот маршрут не для того, чтобы насладиться пейзажами, а скорее проверить себя. И Три Алтай подарил мне испытание. Третий день стал самым большим испытанием, наверное, за последние 5 лет моей жизни. Мы идем. Чуть-чуть подскальзываемся по камням. Сырые камни, сырая дорога, местами разбитые, протоптанные лошадьми. Идти по ней тяжело, но мы двигаемся. Под тяжестью уходят мысли из головы. В наушниках у меня играет кельтская музыка. И в этот момент, когда мысли покидают меня, Алтай начинает говорить со мной. Поставим. Живой?
Возможно, он говорил со мной, но только сейчас я начинаю слышать его. Он предлагает мне оставить все свои тяжелые мысли. Чтобы впустить новые, нужно оставить старые. И он согласен принять мое старое. И из головы уходит гнев, обиды, какая-то печаль. Больше всего уходит злости и привязанности к старому. Я иду, моросит дождь, и никаких мыслей, только вперед и вперед. Мы почти не останавливаемся, потому что сыро. Один раз мы только завариваем чай, делаем небольшую остановку. Я стою на вершине горы, говорю что-то себе, иногда кричу. Нам впереди еще предстоит пройти 7 километров, пройдено уже 10. Но дождь становится все сильнее и сильнее. Через 3 километра мы разбиваем лагерь. Эта ночь стала самым тяжелым, наверное, испытанием для нас в этом походе. Мы понимаем, что мы вымокли насквозь. На нас полностью промокшая одежда. Открывая рюкзаки, мы понимаем, что у нас вымокли спальники. Вымокла вся одежда для сна. А температура падает около нуля. Нам предстоит ночь на холодной земле, в мокрой одежде. Но, наверное, Алтай нас пощадил. У нас большие запасы газов. Мы за эту ночь сжигаем половину запаса газов, сушим свою одежду в течение всей ночи и по частям одеваем ее. В принципе, ночь оказалась не такой тяжелой. Мы опять просыпаемся рано утром и трогаемся в путь. Мы двигаемся вниз. Мы отстали от нашего базового лагеря, где должны были провести ночь, где-то на 5 километров. Но мы преодолеваем их быстро, за 2 часа. По пути, почти у самого лагеря, мы встречаем странное место. Озеро, окруженное сплошь абсолютно мертвыми деревьями. У меня сразу в голове возникает фраза «урочие ведьм». Мы подходим к лесу. Я понимаю, что это место идеальное для того, чтобы проститься с ушедшими, с мертвыми. Я стою на опушке леса мертвого и прощаюсь с теми, с кем кого уже нет со мной. Простояв там 5 минут, мы двигаемся дальше. Спускаемся к лагерю, а в это время в лагере кипит жизнь. Люди проснулись, активно сушат вещи. За этот поход не только мы вымокли, и не только у нас оказалась тяжелая ночь. Горит яркий костер, люди подготовились, у людей пилы, топоры, бензин. Жаркий костер, у него греется множество людей. И я даже не удивляюсь, когда встречаю там ижевчан. За это лето Алтай посетило много моих знакомых из Ижевска, много людей из Москвы. Мы делаем групповую фотографию, обещаем списываться и как-нибудь встретиться. И дальше выходит солнце. В этот день, да и в дальнейшем дальше путешествие, оно было радужным и ярким. Нам предстоит всего лишь короткий переход, не больше 10 километров. Мы трогаемся вверх, и через 2 километра нам открывается очередной ландшафт, новые виды. Мы видим долину, горные реки, немного водопадов. Мы двигаемся вперед, и потом спускаемся порядка 2 километров отвесно вниз. Настолько отвесно, что местами мы съезжаем на попе, либо очень-очень медленно спускаемся боком, боясь свалиться вниз со скалы. И опасаясь унесенными быть нашими рюкзаками. Я даже расстегиваю петли на рюкзаке, готовясь его сбросить вниз, чтобы не улететь за ним. И я понимаю, что завтра нам предстоит такой же подъем. Нам предстоит 2 километра подняться вертикально вверх. Но это будет завтра. А пока мы спускаемся в лагерь, самые выносливые из нас идут смотреть ближайший водопад. Я же занимаюсь стиркой одежды. Я уже устал ходить в одном и том же. Я лежу, наслаждаюсь солнцем и под вечер засыпаю. Завтра у нас предстоит тяжелый переход вверх.
Утром, форсировав небольшую горную речку, мы тронулись в путь. Перед нами возвышались горы, мы находились в самом низу ущелья. Нам предстояло подняться почти 2 километра. Путь пролегал по устью ручья, по камням. Мы шли по щиколотку в ледяной воде, но от усталости и напряжения мы почти не чувствовали холода. Вот такая вот тропа. Все силы отнимал подъем. Мы шли порядка где-то 6 часов, почти не делая остановок, потому что не было и пятачка земли, где мы могли бросить рюкзак и остановиться. Но вот мы поднимаемся вверх, скидываем рюкзаки, смотрим вниз на ущелье, завариваем чай. Перед нами открывается бесконечный горизонт с горами, видами. Мы видим внизу горную реку, мы видим 2 водопада. Мы смотрим и стоим на вершине горы. Я сидел на вершине горы. У меня было ощущение, что мир — это небоскреб. И я на самой вершине этого небоскреба. Сейчас подо мной находится мир. И мир этот очень далеко внизу, а небо, до него можно дотрогаться рукой. И я видел, как мир постепенно обретает новые краски, как горы оживают, начинают рассказывать мне свою историю, рисунками, узорами, какими-то образами. Я увидел, как раньше до этого не видел, как невидимые нити связывают меня, часть пространства. Я часть этого пространства, и это пространство вокруг меня, это часть меня. И потом я взглянул внутрь себя. Мир показал мне меня, и кем я на самом деле являюсь, и какой мир на самом деле окружающий меня. Реальный мир растворился, он исчез, он исчезает из моей головы, как изображение или картинка на нашем смартфоне. Он показался мне не более реалистичным, чем пленка масла на поверхности озера, а я погрузился в это озеро. И этот мир, который я раньше видел, исчез, и Алтай мне показал истинный мир, его истинную реальность. Меня пригласили в гости всего лишь на 1 час. Но за этот час я узнал о себе больше и окружающем мире, больше, чем за свою предыдущую жизнь. Не буду описывать, и невозможно описать словами, то, что мне показал Алтай. Могу только сказать, что простояв на вершине 2 часа, неподвижно, побывав в этом путешествии, мы начали спускаться вниз. И, казалось бы, уже должен быть глубокий вечер, но опередили нашу группу на 2 часа. Как будто время изменилось, не только пространством, как будто мы переместились во времени. Мы спустились в палаточном лагере у горы Белухи, прошли регистрацию у таможенников. Мы находились на пересечении 3 границ – Казахстана, Монголии и России. Здесь нам предстоит провести какое-то время. Но пока мы завариваем чай, варим кашу и отправляемся спать. Все, теперь можно отдыхать. Лагерь. Пребывание в лагере оказалось достаточно веселым. Сюда стекаются туристы со всей России. И поскольку Алтай на данный момент ограничений ковида и запретов стал самым популярным местом, здесь не протолкнуться. Мы с трудом находим место, где поставить лагерь, палатку. Снуют туристы, играет музыка. Нас догоняют наши попутчики и тоже ставят лагерь рядом. Вертолеты. Они часто снуют туда-сюда. Это единственный способ, как добраться до этого лагеря. Он доставляет еду, забирает богатых туристов или отправляет туристов, которые собрались штурмовать на Белуху, чтобы они не тратили силы, вместо верхней стоянки. Иногда он доставляет пиво. Здесь даже имеется баня, где можно за вполне вменяемые деньги отмыться от грязи и немножко согреться. Подумав, что я проведу в лагере весь день, никуда не сдвинусь с места, я понимаю, что нет, мне интересно, и после обеда, собравшись силами, я отправляюсь к подножию горы Белухи. Она мне напоминает стену из «Игры престолов», которая защищала от ледяных ходоков. Я двигаюсь вперед. По пути мне открываются тоже интересные пейзажи. Наверное, одна из самых высоких часовен в России, на самом высоком месте. Мы идем дальше. К сожалению, в этот день мне не удалось добраться прямо к самому подножью. Стена из грязи и льда преградила нам дорогу. Дальше
Без связки я не рискую двигаться. Дальше двигаются только опытные альпинисты, и то в связке, потому что есть риск провалиться в ущелье. Постояв немного, попробовав снег и удивившись, что вода, вытекающая из этого ледника, имеет солоноватый горький привкус, я отправляюсь назад. Все, на сегодня день закончен. Я ложусь спать. Проведя вторую ночь в лагере, я жалуюсь своему другу, что я устал, что не могу больше обнимать камни. Чтобы согреться, мы на газовой горелке грели камни, заворачивали в полотенце и клали в спальник. И так мы меняли и подогревали камни несколько раз за ночь. Ну все, я устал от холода. Очень удивительно здесь погода. Я обгорело лицо, обгорел нос, потому что ультрафиолет, мы находимся все-таки на высоте 2,5 километра. И я говорю, что я хочу в цивилизацию. Путь, который надо было проделать за 2 дня, должен был занять до 2, мы преодолеваем за 1. У меня как будто открывается второе дыхание. И либо желание ночевать в нормальной кровати, в нормальном отеле столь велико, что 22 километра мы преодолеваем за 1 день. Это с рюкзаком. Но уже рюкзаки полегчали, вместо 20 килограмм мы уже несем с собой. Я 14, мой друг 15 килограмм. И вот, да, нас окружают интересные виды, попутно я снимаю, делаю какие-то зарисовки, очерки. Но вот мы в лагере базовом, где нас ожидает ГАЗ-66. Он нас спускает за 2,5 часа, уже на самом закате красивом, к тому лагерю, где остался наш старый Москвич-312, где есть горячее кофе, сырники и теплая кровать. Проведя час в душе, отстиравшись, помывшись, я с удовольствием засыпаю. Утром мы просыпаемся довольные, завтракаем, садимся в Москвич. Впереди нас еще ожидает 10 часов дороги. Движемся, и тут я вспоминаю, что эти же места Рерихи. И я посетил ведь многие места, в которых он бывал. Я был в Гималаях, я был на Кавказе. Нет, наверное, я ошибаюсь, на Кавказе я не помню, что был. Наверное, я вру. Но здесь есть его музей, еще один музей в Новосибирске. И если я посещу эти оба музея, то я посещу 3 из 4 музея Рериха в России. Мы заезжаем, делаем небольшой крюк 70 километров. И вот мы заходим в очень интересное место с очень интересными людьми. Здесь он остановился на месяц, ведь Рерих уехал от царской России, а приехал в советской, и в советской России ему разрешили побыть только месяц. Он прожил в доме старосты, к сожалению, сейчас не могу вспомнить его название. Старосту потом раскулачили, расстреляли, к сожалению. Но видно было по фотографиям, что это был великий человек. И музей. Место необычное, и люди, работающие в музее, очень глубокие, тоже непростые, очень необычные. Мы пообщались, попили там чай, запаслись вкусными плюшками и тронулись в путь. Все. По пути протекают красивые пейзажи. Я, помимо того, что прошел по Алтаю, еще и объехал его какую-то часть, наверное, треть Алтая. Я увидел очень много красивых мест. Мы прибываем на место стоянки в семье моего друга, останавливаемся у него. И на самом конце, в самом пути, я вижу, мы делаем остановку и делаю последний очерк. То место, где я снял этот очерк, это граница Алтая, конец. Это было хорошее испытание для меня. Это был, наверное, все-таки больше стресс и проверка себя на прочность, чем удовольствие туризма. Пеший туризм, наверное, он не для меня. Я уже такой изнеженный человек, изнеженный отелями, легкими походами и тропинками, которые проторенные, маршруты стандартные, в которых можно остановиться, попить чаю, кофе, и не надо нести такой тяжелый рюкзак. Но я доволен, что я это сделал. Я, наверное, изменился. Все-таки на чуть-чуть, но я вернулся тут другим человеком. Рекомендовать Алтай, не знаю, он не для каждого. Это такое своеобразное, своенравное место. Ко мне Алтай был добр. Я, несмотря на те трудности и холод, считаю, что мне еще повезло, что я не познал его силу и всю суровость этого северного края. Меня он почти за ручку проводил и даже показал свои секреты, почему он является мистическим Алтаем. А Алтай для меня 100% мистически остается. Думаю,
Думаю, я, наверное, вернусь, но не скоро туда. Но однозначно мне все понравилось. Делиться своим духовным опытом, наверное, нет. Только при личной встрече. Но что я, наверное, увидел? Увидел то, что мы должны меняться, что мы рождены не для того, чтобы замирать. К сожалению, мы живем в таком мире, в котором либо ты двигаешься вверх, либо деградируешь. И Алтай мне показал, что если ты остановишься, то все, это смерть, либо падение вниз. И даже, наверное, смерть – это большее благо, чем падение вниз. Он показал, что будут времена, когда будут времена большой жатвы, и это делается для блага. Для тех, кто не может двигаться и не хватает душевных сил, им лучше уйти. А для тех, у кого есть силы двигаться вперед, для них всегда еще будет чуть-чуть времени. У меня времени, как показал Алтай, не так много. Он мне дал хороший пинок и посоветовал торопиться. У меня есть много желаний и много незакрытых мечт и надежд. И в меня верят. И даже Алтай сказал, что он в меня верит. И надо его не разочаровать в тот период жизни, который мне предстоит еще пройти впереди.